Здравствуйте! Это программа «Настоящее время. Неделя». Обзор главных событий прошедших 7 дней. В студии Шахида Якуб. Смотрите сегодня в программе. РПЦ и народ. Почему церковь так активно борется за возвращение имущества и земель, отобранных в прошлом веке? Штраф за семейные побои. Госдума приняла закон о декриминализации домашнего насилия. Разбираемся и слушаем тех, кому пришлось пережить насилие со стороны самых близких. Он кинулся меня душить, я убегала от него на лоджию, он за мной бежал и толкнул меня с лоджии 2-го этажа. Я упала, сломала ноги. О чем договорились переговорщики по Сирии в Астане? И было ли кому договариваться? Наш собственный репортаж с прошедшего саммита. Борьба за Исаакиевский собор в Петербурге на этой неделе достигла своего апогея. В неравной схватке сошлись Русская Православная Церковь и общественность. Последняя свое возмущение выплеснула на массовые акции протеста на Марсовом поле. Митинг против передачи Исаакия РПЦ провели в форме встречи с депутатами Законодательного собрания. К этой формальности пришлось прибегнуть, так как власти не согласовали протест. Официальная причина отказа – на это же время были назначены другие митинги. Заявки от их организаторов якобы пришли раньше. На Марсовом поле действительно проводили параллельно еще 2 мероприятия прокремлевского характера. Люди различали друг друга по лентам. Георгиевские у провластных активистов и синие у противников передачи Исаакиевского собора. Всего на Марсовом поле собралось более 2000 человек. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский и Александр Кобринский пошли дальше митингующих и подали иск против городской администрации, чтобы признать незаконным передачу Исаакиевского собора Русской Православной Церкви. Суд отказался рассматривать их заявление. Споры вокруг музейного комплекса и тут уже не первый год. Впервые вернуть его церковь просил еще губернатор города Анатолий Собчака в 90-е. В 2005-м Исаакиевский собор и Петербургская епархия договорились о совместной деятельности на территории храма. В ноябре 10-го на тот момент президент Дмитрий Медведев подписал закон о возвращении РПЦ церковного имущества. В декабре 12-го аналогично городской закон подписал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. И началось. Сперва РПЦ вернули Смольный собор, затем Самсоневский. В 15-м митрополит Варсонофий обратился в Смольный с просьбой передать ведение РПЦ Исаакий, но получил отказ. В марте 16-го православные активисты подали против губернатора иск в районный суд. В декабре 16-го с просьбой о передаче храма к губернатору Петербурга Полтавченко обратился патриарх Кирилл. 10 января 2017 года Полтавченко заявил, что вопрос о передаче Исаакиевского собора в пользование РПЦ решен. После передачи РПЦ Исаакиевский собор останется в собственности Петербурга, то есть будет находиться на балансе города. Вероятно, это означает, что платить за его содержание и реставрацию по-прежнему будут из городской казны. РПЦ уже объявила, что вход в собор станет бесплатным, но в нем продолжат проводить экскурсии за деньги. А собор достаточно прибыльный. Согласно официальной информации, в 2015 году доход музея от продажи билетов составил 806 миллионов рублей. Еще 17 миллионов рублей учреждение получило в виде субсидий. Итого 823 миллиона рублей. При этом расходы, оплата труда сотрудников, транспортные и коммунальные услуги и прочее составили 554 миллиона рублей. Таким образом, чистая прибыль организации 269 миллионов рублей или 4,5 миллиона долларов. Церкви может быть передан и еще один культурно-исторический объект – музей-заповедник Херсонес Таврический в Крыму. Крымская епархия, ссылаясь на российский закон о передаче церковной собственности, попросила передать ей 24 объекта на территории заповедника. Впрочем, в РПЦ назвали этот вопрос неактуальным. Крымская епархия после этого заявила о готовности к компромиссным решениям. Например, цитата, «заключить договор о совместном использовании», говорится в заявлении епархии. Союз музеев России назвал передачу РПЦ Херсонеса Таврического угрозой для заповедника. Есть все основания считать, что этот объект находится под угрозой. Мы поднимали вопрос Херсонеса во время последней сессии Комитета всемирного наследия в Стамбуле в июле прошлого года. Было принято специальное решение о мониторинге с использованием спутников. Мы также принимаем шаги для запуска прямого мониторинга ЮНЕСКО в Крыму. Но это проблема. Реально мы ничего не можем сделать. Таких решений о мониторинговой миссии принято уже 6. Но российские власти не дают доступа до объекта, ведь им есть что скрывать. Что скрывает Херсонес Таврический, пытается
пытались выяснить еще в 2015 году. Тогда в ходе проверки инспекторы главфинконтроля выявили финансовые нарушения на общую сумму почти $1 миллион. Комплекс, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, очень популярен у туристов со всего мира и прибыль приносит солидную. РПЦ не впервые отстаивает свои права. Несколько лет тянется история на острове Валааме. Все строения местного монастыря были переданы РПЦ еще в 90-е. Но люди, для которых это место стало домом, отказываются переезжать на материк. Никуда. И занимают зимнюю гостиницу, где по плану монастыря должны останавливаться паломники. Стоимость скромного номера в местной гостинице – 4000 рублей. В сезон сюда приезжает до 1000 человек в день. Даже если переночевать, остается 200 из них. Это около $2 миллионов в сезон. На всем архипелаге идет активная стройка. Шикарные усадьбы для вип-гостей, гостиницы для туристов, вопреки желанию местных жителей, историков и экологов, но ради крупной прибыли. Почему РПЦ так активно борется за возвращение имущества, отобранного в прошлом веке? Мы спросили депутата Заксобрания Петербурга Бориса Вишневского. Мы не знаем масштабов ее экономики. На самом деле, на мой взгляд, по ним давно уже плачет самая хорошая аудиторская проверка. Потому что они не платят налогов, у них абсолютно непрозрачные доходы и расходы. И хорошо бы выяснить, какие деньги там вертятся на самом деле. Что я не понимаю, а почему, собственно, они должны находиться в таком привилегированном положении. Они публично отказываются платить деньги на сохранение и реставрацию Исаакиевского собора. У них нет ни денег, ни людей. Исаакиевский собор – это сложнейший памятник, который практически каждый день требует тех или иных работ по реставрации. Это не мое мнение, это мнение экспертов из общества охраны памятников, которые лучше меня в этом понимают. Кстати, именно на том основании, что они не могут справиться с содержанием, царь в XIX веке тоже им отказал в передаче собора в ведение духовного управления. Я не знаю, что они там способны организовать, но я уверен, что только экономические причины стоят за всем этим. Если бы церковь заботилась о правах верующих, она бы занималась восстановлением разрушенных храмов, которых тысячи по стране. Она бы этим тогда была озабочена. Они озабочены абсолютно не этим. Мы же прекрасно это видим. Они озабочены только будущим получением денег. При этом они считают, что деньги будем платить мы на реставрацию, сохранение, а навар будут собирать они. Так вот так не получится. На этой неделе в России спор вокруг передачи Исаакиевского собора собственности РПЦ перерос в еще один скандал. К самому собору, не имеющий никакого отношения. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, который называет себя потомком графа Толстого, решил поддержать решение отдать храм церкви. Правда, сделал он это в таких выражениях, что в итоге Толстого обвинили в антисемитизме. А заступаться за него пришлось самому Вячеславу Володину, одному из самых влиятельных людей в стране. О том, как в России на этой неделе опять виноваты во всем стали евреи, Ренат Давлетгильдиев. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в политику пошел недавно. Депутатом он стал только в сентябре. До этого много лет вел на Первом канале программу «Воскресное время». Пропагандистский рупор не хуже вестей с Дмитрием Киселевым. В понедельник Толстой давал пресс-конференцию в государственном агентстве ТАСС. Казалось бы, тема совсем безобидная. Открытие рождественских чтений 1917-2017, уроки столетия. Но как человек православный, государственный и острый на язык, Петр Толстой не сдержался, взял, да и прокомментировал историю вокруг передачи Исаакиевского собора РПЦ. Являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив там из-за черты оседлости с наганом в 17 году, сегодня их внуки и правнуки продолжают дело своих дедушек и прадедушек. В агентстве ТАСС люди работают догадливые. Фразу про черту оседлости из пресс-конференции тут же выкинули, словно ее и не бывало. Но интернет он все помнит, да и журналистов на конференции с ясной памятью было достаточно. И понеслось. Бытовой антисемитизм от депутата Госдумы. Петр Толстой обвинил во всем евреев. Даже государственные СМИ написали об антисемитском выпаде вице-спикера. Что говорить об интеллигенции? В общем, на словах ты Петр Толстой, а на деле продолжите сами. Сам Толстой, когда медиа захлестнула волна обвинений в антисемитизме, поспешил оправдаться. Мол, ничего плохого про евреев он сказать не хотел и вообще имел в виду кого-то еще. Цитата из его фейсбука. «Только люди с больным воображением и не знающие истории своей страны могут усмотреть в моих словах признаки антисемитизма». Конец цитаты. Но давайте разберемся, что все-таки мог иметь в виду Петр Толстой. Черта оседлости – территория, существовавшая в Российской империи с конца XVIII века и по 17 год, восточнее которой евреям селиться было запрещено.
выскочили с наганами в 17 году. Видимо, что отцы российской революции были, по распространенному среди таких, как Толстой, мифу, преимущественно евреями по национальности. Евреи молчать не стали. Когда мы слышим подобные слова из уст вице-спикера Госдумы на официальной пресс-конференции, это прямой подрыв межнационального мира в стране и нагнетание напряженности. Александр Борода не просто раввин, он наиболее влиятельный представитель еврейской общины в России, близкий Владимиру Путину. Настолько, что Путин жертвовал свою президентскую зарплату на строительство еврейского музея и Центра толерантности в Москве, возглавляемого Бородой, о чем там гордо сообщает мраморная табличка. Госдума в России — зона ответственности Вячеслава Володина. Вот спикеру парламента и пришлось вступаться за собственного зама. Вышло спорно. Эти моментальные обвинения, где каждый увидел свой потаенный смысл, недопустимы. Термин «черта оседлости» применялся к каторжанам. Потом каторжане стали занимать руководящие должности во время революции. А если Петр Толстой имел в виду вот это? Его кто-то спросил? Но вот обмануть общественность и убедить всех в том, что никаких евреев Петр Толстой не имел в виду, не вышло. Просто он антисемит. Нормальный антисемит, который еще находится во власти. Я говорю, что очень немного нужно, очень немного, для того, чтобы вспыхнула такая массовая волна антисемитизма. Очень немного. Если кто-то совсем во власти, ну там Путин или Медведев, что-то подобное бы сказали, то народ боевой готовности. Очень многие, очень многие. По закону такие слова, какие позволил себе Петр Толстой, могут стать поводом для заседания Думской комиссии по этике. Правда, судя по поведению спикера парламента, до этого дела все-таки не дойдет. Российская Госдума приняла закон о декриминализации нетяжких побоев в отношении близких родственников. Авторы поправок утверждают, это исправит юридический парадокс. Сейчас шлепок собственного ребенка по закону может наказываться строже, чем потасовка с незнакомцем на улице. Под поправки попали действия, которые, цитата, причиняют физическую боль, но не влекут последствий. За них наказывать будут штрафом от 5 до 30 тысяч рублей, арестом на 15 суток или 120 часами исправительных работ. Авторы закона аргументируют необходимость принятия так. Закон о шлепках нарушил принцип соразмерности. Внутрисемейные побои по степени общественной опасности стали более опасными, чем побои чужих людей. За шлепок близкого лица до 2 лет лишения свободы, за шлепок чужого административное наказание. По официальным данным МВД России, ежегодно от домашних побоев страдает более 50 тысяч женщин. И этот показатель ежегодно растет. При этом на горячей линии центров поддержки жертв насилия обращаются в 10 раз больше, то есть более 500 000 женщин. Именно поэтому этот закон вызвал возмущение тех, кто непосредственно работает с жертвами домашнего насилия. А во время слушаний у здания Госдумы, несмотря на мороз, проходили одиночные пикеты. Эта статья 116 была единственным для них механизмом как-то себя защитить. И сейчас этого правового механизма хотят лишить всех нас, что просто недопустимо. Юристы отмечают, специального законодательства о домашнем насилии в России вообще нет. По данным Всемирного банка, сейчас оно отсутствует лишь в 46 странах мира. Причем Россия в этом плане отстает даже от таких стран, как Китай, Ливан, Саудовская Аравия и Африканское королевство Тонга. Наталья, мы изменили имя, не хочет показывать лицо. Боится, что муж, долгие годы избивавший ее, найдет и все начнется сначала. Что такое домашнее насилие, она знает не из новостей. Муж периодически избивал меня, поднимал руки, избивал жестоко, были травмы, переломы. Вот. В один прекрасный момент пришел в неадекватном состоянии домой, кинулся меня душить, я убегала от него на лоджию, он за мной бежал и толкнул меня с лоджии 2-го этажа. Я упала, сломала ноги, обе ноги, позвоночника перелом был, то есть травму головы получила. Пролежала в больнице, мне делали операцию, поставили в ногу пластину. Вот. 4 месяца я была в инвалидной коляске, так как обе ноги были повреждены. Вот. И на протяжении этих 4 месяцев муж продолжал дальше избивать меня по больным ногам. Когда немножко я уже начала ходить самостоятельно, вот, я бежала от него босиком после очередного скандала. Я сколько не вызывала полицию, сколько не вызывали полиции соседи, сколько было этого всего. Ну, хотя бы, мне кажется, привлекать к уголовной ответственности, когда такие тяжелые ситуации.
Правозащитники опасаются, что после принятия закона больше случаев семейного насилия будет заканчиваться смертями и увечьями. Медиахолдинг РБК сообщает со ссылкой на данные МВД, что с января 2015 по сентябрь 2016 годов от рук членов семьи погибли 539 женщин и 56 детей. Каковы будут последствия принятия закона о декриминализации домашнего насилия? Об этом я говорила с сотрудником международной правозащитной организации Human Rights Watch Юлией Горбуновой. Какова главная опасность этого закона о декриминализации? Чем так взволнованы НКО, правозащитники и так далее? Главная опасность закона о декриминализации в том, что он совершенно точно сделает ситуацию с домашним насилием в России гораздо хуже. Потому что административная ответственность не кажется такой эффективной, да, или такой реальной, как уголовная. В то же время, с другой стороны, у жертв домашнего насилия возникнет ощущение уязвимости, которая и так у них уже есть, в связи с чем они еще меньше, чем сегодня, будут обращаться за защитой. У нас ведь домашнее насилие не только относительно взрослых, но таким образом мы затрагиваем еще и детей, а дети наиболее уязвимая часть общества, им-то и пожаловаться некому. Конвенция о правах ребенка, участником которой Россия является, совершенно прямо запрещает телесное наказание. Исследования, которые проведены различными очень авторитетными органами и ООН, и НКО международными. Согласно этим исследованиям, никаких абсолютно позитивных моментов от телесных наказаний нет. В западных странах уже долгое время ведется кампания по борьбе с домашним насилием. Еще больше внимания уделяется насилию над детьми. Детям в школе объясняют, что это такое, и если вдруг у учителей или социальных служб возникает какое-либо подозрение о том, что над ребенком издеваются, его могут забрать у родителей. Насколько это эффективно работает? Об этом я спросила мать двоих детей, которая живет в Лондоне, Хуршуда Салих. Как раз недавно, на днях, я была переводчиком на родительских курсах именно для родителей, которые забрали детей в социальной службе по разным причинам. Одно из них – это домашнее насилие, второе – то, что родители попали в какие-то несуразные ситуации, и дети были не в совсем безопасной обстановке дома. Но сам факт, то, что суд присудил, суд дал распоряжение, то, что родители должны пройти именно курсы, как общаться с ребенком, раз. И второе, как устанавливать вот этот процесс дисциплины, как общаться с ребенком, как дисциплинировать. Английское законодательство не запрещает рукоприкладство, но есть градация рукоприкладства. И вот у меня как раз есть такой маленький лист, это текст, где написано, как избежать рукоприкладства в отношении дисциплины детей. И шлепок, именно шлепок, не подзатыльник, не пинок, не палкой, не тряпкой, не вешалкой, как обычно практикуют на постсоветском пространстве, считается, что нормально, и ремень, конечно же, одно из них, вообще недопустимо. Это именно выдается социальными службами родителям, у которых проблемные дети или проблемы с детьми. Мне кажется, это нужно просто воспитывать, воспитывать родителя первым делом, потому что родитель воспитывает ребенка. То есть он вырастет точно такого же человека, который как-то будет проявлять свое насилие в отношении кого-то. Переговоры по сирийскому регулированию прошли на этой неделе в столице Казахстана Астане. По итогам встречи Иран, Россия и Турция договорились создать трехсторонний механизм наблюдения за соблюдением режима прекращения огня в Сирии. И интересно, что по итогам переговоров непосредственные участники сирийской войны, правительство и оппозиция, никакого документа не подписали. Встреча в столице Казахстана первая, на которой делегация оппозиции была сформирована исключительно из командиров вооруженных групп. То есть тех людей, которые, как говорится, в поле, а не оппозиционных политиков, в основном проживающих за границей. После того, как 29 декабря прошлого года при посредничестве России и Турции удалось добиться прекращения огня между враждующими сторонами, в Астане предполагалось этот процесс продолжить и укрепить. Мы не собираемся обсуждать политические вопросы на этих переговорах. Мы будем обсуждать только прекращение огня. Астанинская встреча была примечательна еще и тем, что впервые за 6 лет войны вооруженная оппозиция встретилась лицом к лицу не только со своими главными противниками, представителями сирийского правительства, но и их главными союзниками – Ираном.
Просидели они вместе недолго, только на открытии переговоров. Ну а потом разошлись по разным комнатам и вели разговор через посредников. Правительство Сирии через Россию и Иран, а оппозиция через Турцию и спецпосланника ООН по Сирии Стефано де Мистуру. Главным вопросом было добиться полного прекращения огня по всей территории Сирии. И тут возникли разногласия относительно того, кто в кого стреляет и кто первым открывает огонь. Сирийская оппозиция неоднородна. По различным данным, она состоит из не менее 25 различных вооруженных формирований, как нерелигиозных, так и умеренно религиозных. Все они оперируют независимо друг от друга. К соглашению о прекращении огня присоединились только 15. Самая большая вооруженная группа Ахрар аль-Шам пока формально не подключилась к этому процессу. Но ее представители сообщили, что если режим перемирия заработает полностью, то и они не против стать участниками переговорного процесса. В то же время на стороне правительства Сирии сражаются иранские военизированные формирования. Речь идет о подразделениях афганцев-шиитов и шиитов из Пакистана. Более того, на стороне правительства сражается ливанское движение Хезболла. Никакое прекращение огня не произойдет до тех пор, пока Иран не выведет свои формирования из Сирии. Режим привел около 60 шиитских группировок, кстати, не только иранских, но группировок из Афганистана и Узбекистана. Башар аль-Асад привел всех шиитов-террористов в этом мире воевать в свою страну. Для того, чтобы Иран стал более сговорчивым, страны-гаранты перемирия Турция и Россия решили включить его в свой список. Вооруженная сирийская оппозиция результатами переговоров была не совсем довольна, но решила, что России надо дать шанс. Дошло даже до того, что глава делегации, лидер вооруженного формирования «Армия Ислама» Мухаммад Алуш назвал Россию надежным партнером. А глава правительственной сирийской делегации Башар аль-Джафари был довольно оптимистичен и даже пригласил не присоединившихся к перемирию фракций подключиться к процессу. Вопрос не в том, кто доволен, а кто нет. Важно то, что в конце концов у нас есть эта бумага, итоговое соглашение, согласованное всеми сторонами. Это результат, это то, о чем мы должны думать. Россия форсирует процесс урегулирования ситуации в Сирии и ведет активные кулуарные переговоры с сирийскими вооруженными формированиями. Еще несколько месяцев назад это казалось невозможным, так как министр иностранных дел России Сергей Лавров не иначе как террористами их не называл. А сейчас в списке террористов остались только так называемый ИГИЛ и аффилированный с Аль-Каидой фронт Аль-Нусра, а всем остальным предоставляется статус полноценного участника переговорного процесса в Женеве. России сейчас надо добиться политического результата. Время работает против них. На то, что Россия пытается быстрее решить проблему Сирии, указывает и то, что во время переговоров повстанцам был предоставлен проект новой сирийской конституции, написанный российскими специалистами. Нами это было сделано исключительно по той причине, что мы хотим ускорить этот процесс и придать этому какой-то дополнительный стимулирующий такой импульс. Оппозиция отнеслась к этому без восторга и сказала, что сирийскую конституцию должны разрабатывать сами сирийцы. И вообще этот вопрос должны решать политики на международных переговорах в Женеве, а не в Астане, где собрались военные. Мы готовы в любой момент, в том числе прямо сейчас, присоединиться к любым действиям, которые бы прекратили кровопролитие среди сирийцев и привели к реализации его чаяний. Сирийцы хотят простых вещей, так же, как и любой другой народ в мире. Прежде всего, это безопасность. И поэтому мы прекратили боевые действия. Во-вторых, это построение будущего собственными руками. Как им построить будущее? Определив по своему желанию параметры Конституции и выборов правительства, которое будет управлять их страной. Это простой принцип, базирующийся на элементарных правах. Сразу после Астаны в Москве собрались оппозиционные политические представители Сирии. Но так как пока договориться со всеми сторонами сложно, встреча в Женеве, намеченная на 8 февраля, отложена еще на несколько недель. Это была программа «Настоящее время недели» и главные события последних 7 дней. Все наши материалы вы можете найти на сайте currenttime.tv и в наших социальных сетях. В студии работала Шахида Якуб. Наша пражская команда прощается с вами. До свидания.